Уважаемые коллеги, я прежде всего хочу поблагодарить тех людей, которые не остаются равнодушным перед этой проблемой. Я не зря в начале своего выступления сказал, что меня сравнили с фашистом. Я ни в коем случае даже не оскорбился. Я понял одно, что люди недопоняли меня. И я очень большое спасибо хочу сказать именно человеку, который выпустил пост про меня и вначале написал правильно то, что я сказал, а в конце просто маломальски перефразировал мои фразы. Это Семетей Аманбеков и тем людям, которые в их числе Айджан Чиныбаева, Ольга Турханова. Это очень известные люди, которые на самом деле немало значат для нашей страны. И поэтому я хочу выразить им благодарность. Какие бы ни были комментарии к моему выступлению вчерашнему, да, но это подчеркивает, что никто не равнодушен в Кыргызстане по инвалидности наших детей. И я почему этот вопрос поднимаю? Я ездил в Алмату, разговаривал с генетиками, посетил очень много лабораторий. Сегодня ни одна лаборатория у нас не может на генетические исследования вести. Ни одного генетика не осталось у нас в стране. Мы должны этому очень большое внимание уделить. И если весь мир перешел именно на этот скрининг, почему бы нам, Кыргызстану, это не перейти? Смотрите, сколько мы выгоды получим. Мы получим не то, что даже выгоду, мы получим нормальное, здоровое общество, мы будем предотвращать социальные взрывы, разводы среди молодежи. Я хочу еще раз подчеркнуть, понять меня правильно, что эту проблему я через свое сердце переношу. И каждый из вас, наверное, когда ездит к своим избирателям, встречается с людьми, у которых дети болеют болезнью Дауна, у которых дети болеют ДЦП, у которых дети болеют аутизмом. Целые группы созданы между матерями, у которых дети с такой инвалидностью. Это нам надо. И прошу всех пользователей социальных сетей понять меня правильно. Не надо перефразировать. Я ни в коем случае не в обиду. Это не мое оправдание на ваши комментарии. Это я готовился к этому. У меня есть статистические данные по всем болезням, которые я получаю не от Минздрава, а получаю от тех источников, которые правильно преподносят всю статистику. И я хочу призвать всех людей, которые вчера даже выдавали комментарии, вот это Семетея Аманбекова, всех объединиться над решением этой проблемы. Я почему об этом говорю? Вчера буквально в прессе, не в прессе, даже мне это распоряжение принесли. Я хочу поблагодарить прежде всего Садыра Нургаджоевича, нашего главу государства. Выпустили постановление правительства об программе утверждения развития ГЧП на 22-26 год, где одним из пунктов в части здравоохранения было внесено о создании услуг пренатального скрининга. Вот, наши голоса дошли наконец-то. Я этим хочу достучаться, что лучше профилактика, чем потом лечение. Да, вчера, может быть, я привел неправильный чуть-чуть пример насчет рака, но я не это имел в виду, что инвалидов надо там убивать, там еще что-то. Я привел пример специально, что профилактика это много значит. Лучше профилактику проводить, чем потом болезнь лечить. Это намного дешевле будет и, мне кажется, гуманнее. Несомненно, я хочу подчеркнуть, что наши сегодняшние инвалиды – это часть нашего народа. Мы обязаны помогать им и искренне заботиться о них. Государство, в том числе и мы, депутаты, должны со всех сторон помочь детям-инвалидам и вообще инвалидам. Вчера только Дастан Далабаевич закон инициировал о статусе инвалидов. Я считаю, это очень правильно. Но почему, если мы будем это предупреждать, почему бы этим тоже не заняться? Уважаемые коллеги, если я занял очень много времени, я извиняюсь. Спасибо большое.
Рахмат. Урматтуу Бактыбек Үсенович, мен сизге кеңеш берет элем да, ушул социалдык сеттерде, соцсеттерде, интернетте ар ким өзүнүн оюн айта берет, дей берет, анан ошонун ар бирине жооп берип отуруштун эч кандай кажети жок. Эгерде баардык сындарга, айтылган сөздөргө жооп бере берсек, мен мисалы үчүн баарыңыздар билесиздер, бүт Кыргызстандын эли билет, мен эч качан жооп бербейм. Себеп дегенде айта берет, дей берет. Мен Кудайдын алдында, өзүмдүн абийиримдин алдында туура иш жасап аткан болсом, эч качан жооп бербейм. Айта берсин, жаза беришсин, андан эч кандай алардын кадырын көтөрүп, аларга жооп берип, бир 150 лайк менен 150 комментарийдин кулу болуштун кереги жок. Элге, мамлекетке татыктуу кызматыбызды аткара берели, убакыт көрсөтөт. Экинчи микрофон.